Гамбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 6. Жизнь Лхасы. Часть 32. 2 марта. Сегодня, 25 числа первой луны, последний день Большого Манлама. После утреннего собрания духовных богослужения прекращаются и начинаются игры уже светских людей. После утреннего собрания духовных богослужения прекращаются и начинаются игры уже светских людей. Игры происходят на площади на южной стороне второго двора Джу. Знатные князья садятся на балконе второго этажа этого дома-двора. Народ стоит толпой на площади и сидит на крышах прилежащих домов. Уличный порядок поддерживается при помощи дубин, гейков и палок табьёков. Игры состоят в борьбе пары почти голых людей, вымазавших свое тело бобовым или иным растительным маслом, затем в беге пеших людей и свободных лошадей. Те и другие бегунцы отводятся на поле к западу от Паталы, на большую дорогу, идущую в Брайбун, и оттуда пускаются бежать. Свободные лошади бегут впереди, погоняемые пешими, а также и конными людьми. Впрочем, как говорили мне, некоторые лошади предпочитают этому славному состязанию насущный хлеб и, уходя в сторону, щиплют траву. Я, стоя на площади, видел только 2 лошадей, пригнанных одним верховым погонщиком. Они, одобряемые дикими криками толпы, действительно очень стремительно бежали по улице. Затем прибежали и пешие, разодетые в пестрые костюмы. По-видимому, ни те, ни другие не получают значительных поощрений своему искусству. Народ скоро после этого разошелся. Немного спустя уехали и брайбунские шамо, положительно державшие город в терроре 20 дней. По дороге они заезжают на Паталу к Далай-ламе, который дает им или кладет на шею хадаки, благодаря за труды, понесенные во время Большого Манлама. Если подвести вкратце итог обычному ходу собрания Манлама, то день его начинается ранним утром при начале рассвета. В это время 2 табьёков выходят на 2 пункта в северной и восточной части города и громким криком призывают духовных на собрание. Когда духовные займут свои места, начинается чтение молитв и почти одновременно с этим разливание чая по 2 чашки, а затем 1 чашки тукпа или похлебки. Чай бывает черный, но забеленный маслом, которое, впрочем, попадает в изобилие только в чашки сидящих в центральных рядах, так как для них назначаются первые чайники из заготовленного чая. Занимающие такие места монахи имеют, кроме своих больших чашек, еще особые закрывающиеся сосуды для собирания масла посредством сдувания с поверхности чая. За все время Манлама сидящие в центральных рядах собирают масло почти на 6-7 рублей на наши деньги. Зато сидящим в последних рядах приходится довольствоваться только теплой водой, потому что по мере убывания чая в котлах к нему беспрерывно добавляется холодная вода, чтобы напоить все собрание. Тукпа приготавливается из разваренного риса с небольшим количеством мяса. Опять-таки и эта тукпа для центральных является более или менее густой рисовой кашей.
Для следующих постепенно обращается в жидкую похлебку, а самым последним нередко достается мутно-беловатая вода, рисовый отвар, с одним или двумя десятками зерен. После этого утреннего чая при выходе раздают обыкновенно по 1/6 местной монеты на каждого, это почти 3 копейки на каждого. Немного спустя после этого происходит собрание на площади, называемой Сунчойра, находящейся на южной стороне квартала Чжу, у имеющегося там далай-ламского седалища из каменных плит, скрепленных глиной. Седалище квадратной формы со ступенями. Здесь впереди сего трона приготовляется престол для галданского наместника, а кругом на ступенях этого возвышения садятся ученые-ламы, которым предстоит держать диспут для получения ученой степени Харамба, значение коей будет выяснено в 10 главе настоящего труда. Предлагать им вопросы может всякий, присутствующий на диспуте. Я замечал, что в таких желающих не бывает недостатка. Выступают по большей части молодые монахи, отчасти желающие выяснить интересующий их вопрос и услышать мнение почтенных ученых, отчасти и пылкие молодые люди, желающие блеснуть перед собранием своей эрудицией или просто ораторским искусством, а иногда и просто игрой слов. Но многие принимают участие в диспутах из убеждения, что посредством участия в религиозном собеседовании настоящей жизни они удостоятся в будущей неразлучения с учением победоносного, то есть Будды. Далее, немного ранее полудня, происходит собрание, называемое гун-цигман-джа, полуденный чай, с 2 чашками чая и похлебкой. После полудня происходит, собственно, монлом, то есть чтение благопожеланий перед дверями храма Чжу. Для этого трон галданского сэрти устанавливается в некотором отдалении перед дверями храма Чжу, лицевой стороной к этим дверям. По обе стороны от трона садятся хамбы Сен Браге Сума. Главные и второстепенные умцзады садятся против сэрти у стены храма, обратившись лицом к сэрти. Собрание это ограничивается чтением и священнодействиями без раздачи чая. На него собирается очень мало духовенства. Последнее собрание происходит уже под вечер и называется гонджа, то есть вечерний чай. Во время этого собрания монахам подают по 3 чашки чая. Если полагается о раздаче монет, то она происходит после гун-цигман-джа и гонджа, поэтому эти собрания бывают самыми многолюдными. Ввиду разноречивых указаний числа духовных лхасского манлама, показываемого в некоторых источниках в 70 тысяч, а в некоторых 50 тысяч, я однажды стал считать духовных у главного выхода во время раздачи монет. Я насчитал около 2250 человек. Таких выходов 7. Следовательно, всего вышло никак не более 20 тысяч человек. Интересно бывает смотреть выход многочисленного духовенства в дни раздачи монет. В главные ворота выходят сначала весьма чинно хамбы дацанов и высшие перерожденцы и ученые-ламы, но после них начинается выход обыкновенных монахов, что сопровождается страшной давкой. Надсмотрщиками над порядком являются шамо и гейки, усердно пускающие в дело палки. Шамо оставляют тяжелые жезлы и берут в руки более легкие палки. Жутко бывает иногда видеть, как гейк изо всей силы ударяет монаха своей дубиной. От такого удара иногда падают.
По временам кажется, что Гейк бьет ради своего удовольствия, так как, начав бить одного, ударяет всех его соседей поголовно, не разбирая ни правых, ни виноватых. Если Гейк при исполнении своих обязанностей убьет монаха, то за брайбунского монаха штрафуется 20 копейками, а за монаха других монастырей 10 копейками. Причем штраф увеличен для первых из тех видов, что у гейков, назначаемых исключительно из брайбуна. Может проявляться месть к своим знакомым, которых больше всего, конечно, бывает в своем монастыре. Мне передавали старожилы, что такое убийство бывает очень редко, и последние на памяти случаи относили за 4-5 лет тому назад, 1896 или 1897 годы, когда поплатился жизнью один монах из Сейра, затеявший драку с Гейком в сообществе с другими товарищами. Гейк был поставлен в критическое положение и, обнажив постоянно носимую за поясом саблю, убил нападающего. Тем не менее, интересно происходящее вне ворот. Тут на скамейке у одного столба стоит назначаемый из лавранских чанзадов чиновник, светский или духовный. Против него, ближе к воротам, на полу стоит раздавальщик монет, а рядом с ним служитель, держащий мешок с монетами, на другой же стороне счетчик. Монахи выходят один за другим и, поставляя руку, получают монету или ее часть. В последнем случае отсчитывают известное число монахов, смотря по тому, какая часть монеты выдается в данном случае, и монета дается последнему, который и делит ее. Гейки все время желают разными неправдами и попрошайничеством получить монеты. Способов этих, как я наблюдал, 3. Встать в шеренгу между простыми монахами и, спрятав свою дубину на другой стороне тесного ряда, протянуть руку. Второй способ – провести, пользуясь своим правом входа и выхода, под своим покрывалом маленьких послушников и поставить их снова в ряд. И третий способ, уже самый некрасивый, это вырывание монеты у оплошавшего монаха после того, как казначей положит монету ему в руку, или же вырывание у самого казначея. Выдающие строго следят за проделками монахов, стараясь не поддаваться на их хитрости. Я не говорю уже о том, как гейки выпрашивают подачки у казначеев, так как такое выпрашивание практикуется не только ими, но и полновластными шамо. После гонджа начинаются снова диспуты Элхарамбу, уже в главном дворе перед храмом Джу, и продолжаются до вечера. Этим кончается день Манлама. Конец 32 части.